Какие у вас были самые памятные роды в жизни? Где-то в 4 часу утра я звонила сама ее мужу, чтобы сообщить, что это очередная девочка. Как вы относитесь к партнерским родам? Первые руки, не руки врача или акушерки, а руки матери и отца, как говорят, скупая мужская слеза, да? Это просто какая-то сказка. Женщина рожает, а сама спит. Кто-то пишет, что ваши родители прекрасно провели новогодние праздники. Снова открылись эти да нельзя прекрасные глаза, святые глаза родительницы. Они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка. Так описал состояние только что родившей женщины Максим Горький. Наш сегодняшний подкаст про таинство материнства, а в студию я пригласила эксперта в этой области Алию Искандарову. Узнаем, почему момент появления новой жизни навсегда меняет не только мать, но и весь мир вокруг нее. Алия Раифовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу представлю вас нашим телезрителям. Алия Искандарова, зам главного врача клинического перинатального центра города Уфы. Центр, он один из старейших, ему более 68 лет, и люди старшего поколения знают его как третий роддом. Ну, а в вашем центре я предлагаю поговорить чуть позже, если вы не против. Нет, конечно. А сейчас, в начале, вопрос такой, может быть, более легкий, но мне кажется, что он интересен многим нашим телезрителям. Вот 1 января обычно все мы знакомимся с статистикой новорожденных детей, которые родились в ночь под Новый год или 1 января в первые часы Нового года. Вы когда-нибудь интересовались у новогодних мамочек? Вот почему у них получается родить в Новый год? Они специально так делают или это случайно получается? Новогодние роды – это, конечно, волшебно. Я сама не один раз в новогоднюю ночь дежурила, и не 2, а много раз. Это волшебно. Конечно, персоналу, сотрудникам тоже хочется для мамочек какой-то праздник сделать. Конечно, там мы их всячески развлекаем, устраиваем им какие-то подарочки. Традиция у нас есть, кстати. 1 января главный врач наш, Зухра Гельмишариповна Гурова, приезжает и прямо с утра поздравляет каждую мамочку персонально. А выписываем мы в новогодний день детишек в специальных праздничных сапожочках. Ну, так мамы планируют роды в Новый год? Это или сложно. это как получается? Как можно запланировать роды? Это случается? Хорошо. Вот в новогодние каникулы у нас у всех есть возможность больше провести времени с семьей, пообщаться друг с другом. Такие каникулы – время, когда можно куда-то сходить и вообще, в принципе, провести приятно это время. Считаем. Значит, 9 месяцев, получается, где-то в сентябре вот эти вот новогодние каникулы скопом приходят к вам дети с тех каникул. Это так? Есть такая много их вообще? Есть такая шутка. Видела и сама даже озвучивала, что в начале сентября кто-то пишет, что ваши родители прекрасно провели новогодние праздники. Нет, в среднем это равномерно распределяется. Не больше, чем обычно. Да. В среднем так же, да. Но шутка такая есть у акушер-гинекологов, да, что замечательно родители встретили Новый год, молодцы. Это только на уровне шутки на самом деле. Работает роддом в штатном режиме. Точно так же и лечим, и рожаем, и оперируем, и обезболиваем, и подходим, и разговариваем. Все так же. Вы четверть века в своей профессии. 24 года. Интересно всегда узнать, вот вы когда находитесь где-то за пределами роддома, вы говорите о том, где вы работаете, или помалкиваете, или даже наоборот, там, спросят, я в ЖЭКе работаю или учитель. Наверняка каждый хочет рассказать про свои роды. Я вот себя много раз сдерживала, чтобы вам не рассказать, потому что я понимаю, что вы за свои четверть века таких историй наслушались. Как-то я не акцентировалась на эту тему, но у меня сын, видимо, настолько мной гордится, что он очень часто всем вокруг об этом рассказывает, что вот я детишек принимаю и всячески им помогаю. Он любит, конечно, мне устраивать рекламную кампанию. Ну, а почему бы и не послушать? Потому что женщинам и после родов часто хочется поделиться какими-то своими переживаниями, что мешает, если ты с этим человеком контактируешь, послушать его, выслушать и Хорошо, тогда я вам вот расскажу, что родила-то я, вы знаете, что как раз-таки в 3-м роддоме во времена перестройки.
когда, казалось бы, многие задавали себе вопрос, ну куда там еще рожать? Вот вы наверняка задавались таким вопросом с исторической точки зрения. Вообще есть оптимальный период, когда вот сейчас можно рожать? Если посмотреть на прошлый век, гражданская война, вообще голод, Великая Отечественная война, потом восстановление после войны, перестройка, опять же, я вот сказала, да, потом пандемия. Вообще, вот надо смотреть на эти времена? Или вот просто как вот заведено природой, так и заводить свою семью, своих детей? Надо жить своей жизнью. История и социальные факторы, и другие иные факторы, они, конечно, влияют в общем на тенденцию. Здесь не поспоришь со статистикой, но жить нужно своим сердцем. Удобного времени никогда не будет. Мы можем так и до 50 лет просидеть. Согласна. Да? Невозможно придумать самое удобное время. Оно, может быть, вчера было. На ваш взгляд, самый оптимальный возраст для того, чтобы рожать? Рекомендуется, конечно, первого ребенка до 30 родить. В идеале. А потом? Много же заводят сейчас, рожают и после 40. Есть тенденция сейчас такая, что возраст мамочек увеличивается. Но это же прекрасно. Здесь много разных факторов. И, опять же, возвращаюсь, и финансовых, и социальных, но и большой вклад вносят вспомогательные репродуктивные технологии. Сейчас некоторые вещи доступны мамочкам, которые были лишены возможности стать матерью. И это прекрасно. Понятно, что в силу своей должности вы занимаетесь организационно-административными вопросами, но, конечно же, у вас есть и ваш личный профиль, да? Вы акушер-гинеколог. Да, я помимо организационных вопросов не забываю и практическую деятельность, и работаю врачом, и днем, и дежурю тоже в достаточном количестве. Поэтому... А еще вы работаете и в детской реанимации. Я помогаю в детской реанимации. Я еще по второй специальности врач УЗИ, поэтому помогаю в детской реанимации. Смотрю детишек. Сейчас статистика спасения детей, она увеличивается. И, слава богу, это отлично. Недоношенных детей сейчас спасают. Вот, кстати, с каким весом сейчас спасают детей? Сейчас, согласно юридическим моментам, от 500 грамм, но спасают и меньший вес. Вот можно я передам привет? Да, конечно. Полиночка и мамочка Полиночки, привет вам. Это вот наша прекрасная девочка, наш цветочек. Ей уже скоро 3. Там вес меньше 500 грамм был. Поэтому это прекрасно. Сейчас мы за каждого малышочка, понимаете, за каждую кровиночку, за каждое сердечко. Детские доктора и взрослые акушер-гинекологи, они прям работают, стараются. Поэтому это видно. Сейчас технологии в разы, если не в десятки раз лучше. Да? Оснащение роддомов и перинатальных центров насколько улучшилось. Благодаря даже если взять последний год-два, благодаря нацпроекту «Семья», национальному проекту, насколько лучше стало оснащение перинатальных центров. Это прекрасно. Я уж не говорю о том, что государство заботится, старается о семьях, начиная от социальных всяких выплат финансовых и прочего, заканчивая ипотеками и прочее. Я хочу сказать, благодаря оснащению невозможно вылечить недоношенного малышочка просто волшебными добрыми руками. Хотя очень бы хотелось. Да? Нужна ведь еще и аппаратура. Скажите, а ваш рабочий день, как он выглядит? Сколько часов вы проводите на работе? 8 часов в день. Если дежурю, то еще дежурство. Сколько часов? 16 часов дежурства, потом опять в день. Если выходные, то это суточное дежурство. 24 часа. 24 часа на работе непрерывно? Иногда бывает больше по ситуации. И как вы выдерживаете? Как вы справляетесь с таким В смысле, как выдерживаем? Потом приходим и отдыхаем. То есть идут роды, естественно, вы их не можете конечно, оставить. мы не можем их бросить. Идут роды или операция какая-то. Это же не единственные, допустим, роды за сутки. Да? Там и не одна пациентка. В стационаре в среднем находится 100-150 человек. У всех какие-то вопросы. Это постоянный труд. Это ты не поработал 10-15 минут и пошел своими делами, книжку читать или еще что-то. Нет, это постоянный труд. Ты здесь с пациенткой поработал, тут же с другой пациенткой пообщался, тут же третью осмотрел, с четвертой еще что-то объяснил, потом тебя еще куда-то вызвали. Это постоянное движение, постоянный труд. То есть то, что показывают по телевизору про больницы, про роддома, все это вообще из жизни взято и так и есть. А что показывают по телевизору? Конвейер.
Ну, конвейером, знаете, тоже сложно это назвать. Вот я вот уже 2,5 десятилетия почти работаю, да, даже за это время роддома Конечно. изменились, потому что вот ориентация на женщину, пациентоцентричность, да, это называется сейчас, ориентация на контакт, на взаимный труд, то есть что значит, ну, не взаимный, а, скажем так, на общую нацеленность, на результат. Она колоссальная. Поэтому я вижу просто, как пациентки, вот у нас 2 раза в неделю проводятся экскурсии по роддому. Да? Я вижу, как пациентки приходят, беременяшечки наши приходят, они приходят уже заинтересованные. Они приходят посмотреть, потрогать, послушать, глазами своими увидеть. Они не только сами приходят, они приводят своих мужей, что ценно. Это вот так называемые дни открытых дверей, да, которые мы происходят? проводим, ну, вот мы у себя в городском клиническом перинатальном центре проводим 2 раза в неделю, по вторникам и средам. Так часто? Да, так часто. Это вот для одной пары или сколько Нет. там собирается? По ситуации иногда 5 человек, а иногда и 20, а иногда и побольше по ситуации. Поэтому это очень важно почувствовать атмосферу. Вот у меня буквально вчера родила пара, которые месяц назад были на экскурсии. Они так и сказали: мы зашли, как мне вчера мамочка сказала, вы меня случайно задели рукой 2 раза. Ну, Я поняла, это да. знак. Ну, на самом деле, прочувствовать. Вот ты заходишь и чувствуешь, твое или нет. Потому что изнутри увидеть, услышать. А особенно, когда, допустим, элементарно в коридоре пациентка, которая вот там сегодня, вчера или позавчера родила, да, поворачивается и говорит: ребята, здесь классно, они верят еще больше. Доверие еще больше. Это же прекрасно. Какие у вас были самые памятные роды в жизни? Не ваши лично, а, конечно же, в практике акушера-гинеколога. Их на самом деле очень много. Я запоминаю действительно очень много ситуаций. Я могу не запомнить имя, но ситуаций я запоминаю очень много. Иногда такие восхитительные просто бывают повороты. А какие? Но это было очень давно, более 20 лет назад. У пациентки были 6-е роды. У нее было дома 5 девочек. И здесь должен был быть мальчик. Она была уверена, что мальчик. Утверждала, что на УЗИ ей обещали мальчика. Мамочка рожает. Мы еще даже пуповину не пересекли. Выложили ей на живот, а там девочка. Ну? Это 6-я девочка. 6-я. У нее был такой стресс. Она так расстроилась, она так переживала. Я помню, что я звонила ее мужу. Она очень боялась сообщить мужу. Почему я это запомнила? Сейчас расскажу. Очень боялась сообщить мужу. Я помню, что где-то в 4 часу утра я звонила сама ее мужу, чтобы сообщить, что это очередная девочка, чтобы он не расстраивался. Она очень боялась ему сообщить. Все благополучно у них, все хорошо с девочкой. А через буквально 2 года, я точно помню, они пришли и родили мальчика. Все-таки добились своего. Я помню, что она подходила и говорила: помните меня? Да. А вот сейчас у меня мальчик. Мне запомнились и тронули. Она очень переживала, конечно. А все-таки это как-то можно спрогнозировать пол будущего ребенка? Кто доминирует в семье? Вот как это вообще работает? Нет научных доказательств, вот, связанных с желанием там, какого-то определенного родителя или формы живота и прочего, нет. УЗИ. Про физиологию один вопросик. Вот узкий таз – это действительно проблема? Узкий таз, смотря какой. Потому что здесь есть такое понятие у акушер-гинекологов – анатомический узкий таз, когда вот строение таза действительно какие-то размеры сужены, там разные формы есть, я не буду углубляться. А есть такое понятие, когда клинический узкий таз. Анатомический узкий таз здесь зависит от степени сужения, от размера сужения и, конечно, от размеров плода. Здесь уже принимается решение по способу родоразрешения в зависимости от ситуации. А вот клинический узкий таз здесь уже это уже только в родах можно определиться, в процессе родов. Знаете, я ничего не имею против рыжих, но я читала, что в родильных домах к рыжим женщинам особенное отношение, потому что у них какое-то уникальное строение
кроветворения? Есть такое мнение. Ага, есть всё-таки, да? Официальных доказательств научных тоже нет, но есть такое мнение. Вы так на всякий случай? Да, мы так на всякий случай спрашиваем, а ты крашеная или своя? Сама такая рыженькая. Ну, на самом деле, это испокон веков такое предвзятое отношение к рыженьким женщинам, что якобы у них склонность к кровотечениям повышенная. Ну, официальных доказательств не получено. Хорошо. Как вы относитесь к партнерским родам? Восхитительно. Я великий фанат партнерских родов, просто великий фанат. Я обожаю партнерские роды, вот особенно когда пара идет в одном направлении и врач в одном направлении. Это потрясающий просто результат, максимально высокое КПД и удовлетворенность процессом. Просто потрясающе. Я очень люблю. Я стараюсь всех, кого могу, уговорить, как мне один папочка сказал, когда уже у него жена после родов спросила, как же ты все-таки пошел? Он говорит, Алия Раифовна нашла нужные слова. В нашей семье тоже были партнерские роды. Я хочу сказать, что самые лучшие впечатления от этого остались. Это какой-то праздник просто случился. Поэтому обожаю партнерские роды, да. Нужно понимать, что партнерские роды – это ведь не вот эти 5 минут рождения ребенка, да, там минутки и прочее. Это колоссальная поддержка в первом периоде родов в схватках. Это действительно просто очень помогает женщине. Поддержка, ощущение, даже то, что близкий человек рядом, и он может за руку подержать и просто ощущать вот это плечо, надежность, это очень помогает психологически. А вас, врачей, тоже вдохновляет такое единение и мужчины, и женщины во время родов? Конечно. Это буквально на днях пары рожают. Они изначально не планировали партнерские роды, но мы нашли убедительные слова для папочки. Он прям зашел, он помогал. Просто восхитительно вот видеть. Я стараюсь, конечно, по возможности запечатлеть им для семейного архива, по возможности или я, или кто-то еще помогает, но это помогает. И что вы там увидели, вот вы когда снимали? Любовь, бесконечную любовь просто, бесконечную любовь в семье. Вот в глазах этой пары, это же укрепляет значительно отношения. Укрепляет отношения и с ребенком тоже. Понимаете, первые руки, не руки врача или акушерки, а руки матери и отца, первые секунды. Как можно лишить мужчину первых секунд жизни его ребенка? Я считаю, что это потрясающе. Не обязательно мужчине видеть ненужное. Мы стараемся ненужное не показывать. Нужно видеть с нужного ракурса, это прекрасно. Вы знаете, с каким восхищением он держал девочку на руках? Папочка сидел с дочкой, мы выложили ему на грудь дочь. Он ее с такой любовью держал, с таким трепетом, просто вот до слез. Слушайте, но вы тоже счастливый человек, если вы все это видите в своей жизни. Я прям... Это настолько вдохновляет, когда ты видишь результат, когда ты видишь обратную связь и видишь, что люди испытывают. Я тоже испытываю удовлетворение от своей работы, радость от своей работы. Я тоже заряжаюсь, между прочим, от таких процессов. Я вот сейчас подумала, как стремительно меняется эволюция, связанная с сотворением нового человека. Вот смотрите, если еще недавно, допустим, в прошлом веке, и намного раньше тоже, конечно, очень с опаской относились к кесареву сечению. В наше время, в наши дни, да, мы сейчас спокойно уже относимся и к ЭКО, и к суррогатному материнству. Сейчас можно уже вот клетки заморозить и родить тогда, когда ты захочешь этого сделать. Но у меня чисто технический вопрос. Вот с точки зрения процесса родов, вот эти дети как-то отличаются от того, что вот запланировано природой? Или это тоже одинаково для вас? Для нас это одинаково. Для нас каждый ребенок, он ценность великая, величайший бриллиант. Каждый ребенок в своем роде, если не более того, да, дороже золота, дороже всего. Так же, как для матери он вообще самое лучшее, самое ценное, самое прекрасное в ее жизни, да? Мне вот все равно, каким способом ребенок родился. Но будем честными, что риски оперативных родов, они в разы выше. Все-таки по возможности, если все благополучно, если есть шансы, я за естественный род. Ну, конечно, есть у нас четко прописаны федеральные клинические протоколы с показаниями для кесарево сечения, когда, во сколько, в какие сроки, когда что нужно делать. Поэтому надо придерживаться. Лия Раифовна, я, может быть, вам немножко испорчу настроение, но не могу не спросить вас про домашние роды.
потому что в открытых источниках можно и прочитать, и посмотреть блогеров различных. Ваше личное отношение к этому? Негативное. Если с позиции врача, то я могу сейчас перечислять сотни и тысячи всяких осложнений, да? Но будем честными, люди плохо воспринимают вот это перечисление, начинают говорить, что пугают и прочее. Я могу с позиции человека сказать, понимаете, человек, который поработал в роддоме хотя бы там год-два, ни один сотрудник роддома никогда на домашние роды не пойдет. Потому что в соцсетях и прочее распространяют удачные примеры. Неудачные примеры они не говорят. Понимаете, как бы это грустно ни звучало, это так. Ну да, если у подруги домашние роды были удачными, абсолютно 100% не значит, что они такие будут у тебя. Так что если рожаете дома в ванну без врача, то знаете, что это не просто ваша ответственность, но и огромные колоссальные риски для здоровья матери, для здоровья будущего ребенка. Для чего? Второго шанса может не быть. Вот в чем риски. Сейчас роддома открыты. Можно подобрать себе такой роддом, в котором будет комфортно. Найти контакт с врачом, с каким хочешь рожать, чтобы было комфортно. Обговорить план родов, да? Желания, пожелания. Все это же можно обговорить. А вот вертикальные роды сейчас тоже как-то проводятся? Да, практикуете? Да, конечно. И не раз, и не два. На это же ссылались женщины, которые рожали дома, что... У нас в каждом родблоке есть приспособления, стульчики для вертикальных родов. Пожалуйста, надо пробовать. Кому-то комфортно вертикально. Мы же все разные, понимаете, Лили? Вот кто-то любит спать на боку, кто-то на спине. Женщины также. Кому-то надо пробовать. Кому-то нравится вертикально, кому-то нравится на боку, кому-то в другой позе. Пока не попробуешь, не узнаешь. А вот еще говорят, что рожает не врач, рожает женщина. Но, тем не менее, на родах вот связка врач и женщина, она очень тесная. И действительно, что психологически готовая женщина, которая чувствует связь со своим врачом, она легче переносит этот процесс. Мне кажется, да. Потому что взаимосвязано? Как психология, она напрямую взаимосвязана с нашим организмом, с биохимическими процессами в том числе. Ну как? Потому что действительно это намного комфортнее и спокойнее. Спокойнее, не так страшно. Во время стресса у нас происходит выброс стрессовых гормонов стресса. Да? Если женщина боится, если у нее нет контакта, если не разговаривает с ней персонал, там, доктор, если что-то непонятно объясняет, да, она находится в стрессе. И стрессовые гормоны, к сожалению, они угнетают действие внутреннего окситоцина. Ситуация может развернуться так, что вплоть до того, что и схватки могут... я как пример локальный говорю. Схватки даже могут от страха ослабнуть. Поэтому нужно разговаривать. И страхи свои проговаривать и уточнять. Мы поэтому стараемся у себя в центре быть максимально открытыми. Поэтому мы так часто проводим эти дни открытых дверей, чтобы женщины не боялись. Понимаете, мне очень нравится, когда женщина, допустим, по какой-то причине лежала у нас в дородовом отделении, подходит и говорит: посмотрела, не так страшно, оказывается, все хорошо. Я спокойно сюда приду. Знаете, как приятно это слышать? Потому что открытость – это важно. А вот интересно, после родов мы обычно не помним, что роды – это больно, а помним только момент счастья. Это почему? Вы говорите, наверное, об окситоциновой амнезии. Есть такое понятие в акушерстве. После родов у нас выброс гормонов счастья же происходит, да? И вот эти гормоны счастья, они, будем честными, болевые впечатления затирают. Перекрывают. Да, перекрывают. Но если касаемо боли говорить, мы сейчас на таком уровне, что обезболивание родов – это прям на очень высоком уровне. Эпидуральная анестезия, она практически всем желающим предоставляется. Проблемы с этим нет. У нас в центре огромное количество родов с эпидуральной анестезией. Да, это просто какая-то сказка. Женщина рожает, а сама спит, да? Спит, это уж громко очень сказано, но подремывает, да. Я же говорю, вот пара рожала, вот эта мамочка успела подремать, сил набраться и уже в путь к финишной черте подойти. К сожалению, время нашего разговора стремительно поджимает, но не могу не спросить вас, вот на что обратить внимание будущей маме, женщине, которая готовится к родам или к зачатию? Что должно быть в приоритете
В приоритете должен быть комфорт в душе, на мой взгляд. В душе, в семье подобрать себе тот роддом, в котором вам комфортно. Тех врачей и акушерок, с которыми вам комфортно. Да? Потому что все-таки я стараюсь всегда пациенткам говорить с доверием. Идите и спрашивайте, если вам что-то непонятно, потому что, будем честными, доктора иногда падают в термины, в умные всякие слова. Нужно спрашивать. Вопрос доверия, мне кажется, он первостепенен. И когда вот этот результат счастливой семьи, даже счастливой мамы с ребенком, это восхитительно. Это такая энергетика, ее невозможно словами передать. Ее понимают только акушер-гинекологи, которые причастны к этому. Не зря доктора, которые акушер-гинекологи, они ведь десятилетиями, по много-много лет из акушерства не уходят, потому что это действительно кайф. Это действительно восхищение причастности к этому процессу, к процессу рождения жизни новой. Это не передать словами даже. Совершенно понятно, что режим вашей работы в роддоме не сравнить ни с чем с другим, но внимательности и, наверное, быстрая реакция, а еще, мне кажется, и чувство юмора вам не занимать. Хочется пожелать вам все-таки здоровья и вам, и нашим уважаемым акушеркам, и медсестрам, труд которых очень и очень важен. Да, спасибо большое. Передам обязательно ваши слова. Будем честными, в нашей республике сейчас огромная работа ведется по родовспоможению и детству. Да? Очень много делается. Мы максимально стараемся все вопросы урегулировать, все обсуждать, стараемся быть на связи. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мамочки приходили, будущие мамочки приходили, выбрали свой роддом, своих сотрудников, с кем бы они хотели контактировать, и благополучно стали мамами и выписывались от нас со здоровыми, прекрасными детишками. Мы очень рады, когда такое происходит. На самом деле, видеть счастливые глаза родителей – это бесценно просто. Не передать словами как. Спасибо за ваш труд. Благодарю, Лилия. У нас, у людей, хоть и набор генов у всех одинаковый, но вот работа этих генов сильно отличается. В этом и уникальность каждого человека, и, кстати, уникальность родов. Потому роды – это самый памятный день в жизни женщины, а здоровый ребенок – ее самое большое счастье.